Растет число хозяйств, где из ароматных туркменских дынь изготавливают лакомства, как сушеную дыню. Для изготовления сушеной дыни, сначала надо разрезать дыню пополам, отделить мякоть от кожуры. Затем очищенную и срезанную посередине мякоть высушивают на навесе, изготовленном из сухого камыша. После того, как стечет сок с ломтиков дыни, их продолжают сушить на специальной веревке до тех пор, пока они не обретут коричневый цвет. После всего этого высушенные кусочки дыни собирают. Туркменские дыни не только в настоящее время, но и в глубокой древности караванными путями вывозили в дальние страны, о чем свидетельствуют исторические сведения. Ссылаясь на научные источники, можно встретить материалы о том, что туркменские дыни имеют большую разновидность. Удивительные бахчевые плоды дыни, арбузы, тыквы, выращенные на туркменской земле, свидетельствуют о высоком умении и мастерстве туркменских бахчеводов. Из дынь и арбузов изготавливаются национальные угощения – сёк, тошап, иджан, как. Дыня является царицей бахчевых культур, выращиваемых на нашей земле, и является национальным достоянием туркменского народа. Это самая сладкая бахчевая культура вобрала в себя чистый целебный воздух нашей страны, плодородие священной земли и чистоту ее воды, тепло лучей яркого солнца, добросовестный труд мужественных и трудолюбивых дайхан. Туркменские дыни и арбузы с древних времен являлись самыми лучшими продуктами питания туркмен. В древности из дыни и арбуза готовили специальное угощение – сёк и тошап, которые украшали сачаки туркмен. Туркменские девушки и женщины готовили различные блюда из дынь и арбузов. Вкус угощения сёк, приготовленного из дыни вахарман, удивлял многих. Сёк является восточным деликатесом. Им угощали людей. Сёк, приготовленный из дыни, отличается своим вкусом и питательностью. Как отмечается в народной медицине, это лакомство способствует улучшению пищеварения, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Туркменская земля считается древним земледельческим краем. Здесь, на прогретой щедрыми лучами солнца земле, выращивали богатый урожай различных овощных, бахчевых культур и фруктов. Бахчевые культуры, выращиваемые на солнечной туркменской земле, отличаются сладким вкусом, лечебными свойствами, долгим сроком хранения. Различные фрукты и овощи, произрастая на этой земле, после созревания обретают сладкий вкус и аромат, отличаются выносливостью к холодным и жарким климатическим условиям, сочностью мякоти и плотностью плода, как бы являясь свидетелями особой плодородности священной туркменской земли. Трескающиеся от спелости сладкие дыни, огромные арбузы утоляют жажду в знойные летние дни, а вместе с горячим душистым хлебом, испеченным в туркменском тандыре, бахчевые культуры утоляют жажду и голод. Дыня – своеобразная бахчевая культура, отличающаяся особой пользой для здоровья человека. Райские дыни, являясь национальным наследием нашего народа, украшают наши щедрые дастарханы. Дыня – это гордость, богатство туркменского народа. Среди бахчевых культур туркменские дыни занимают особое место. Они впитали в себя труд, старание, любовь наших далеких предков. В Туркменистане выращивают различные виды дынь – вахарман, гуляби, каргид и другие популярные сорта. Корни туркменской дыни уходят вглубь далеких веков. Необыкновенно сладкие и ароматные туркменские дыни славятся не только в наше время, они и в древности были известны всему миру.
Во время функционирования древнего караванного пути многим хотелось отведать туркменскую дыню. В древности люди, приезжающие с караваном на туркменскую землю, забирали с собой сладкие и ароматные дыни, выращенные и прогретые яркими лучами солнца туркменской земли. В те времена путешественники дыни перевозили в свою страну с помощью специальной тары, изготовленной из кожи и меди.